мудрий завсюди і на веки веку. Амінь. Опекунка Христе беззаконная, Владыца Творца незабвенная, не борзый моления грешника, Мария добрая, слышно приди на подмогу, яке кричат тебе на верника, наши будка молитвы, откликся на просьбы Богородица, надежная заступница ты, что жалуют Благословенный пчахвальный Ты, Боже, Отцов наших, имя Твое хай славится навеки. Благословенный пчахвальный Ты, Боже, Отцов наших, имя Твое хай славится навеки. О, справедливость Твоя явная во всем, что Ты учинил для нас. Благословенный пчахвальный Ты, Боже, Отцов наших, имя Твое хай славится навеки. Благословенный пчахвальный Ты, Боже, Отцов наших, До Галатам послання святого апостола Павла читання. Повідомляю вам, брати, що Євангелие, яке я обещал я есть воля человека, бо я его не от человека отбирал, або научился ему, а я про объявление Иисуса Христа. Чули вы, напевно, о поводинах моих колесте в юдействе, як звеш веры не расследовали Церкву Божию, не боявал землею, и вылучался в юдействе между многими одногодками в роде своим, з'являючися найбольш духливим о батьковских традиціях своїх, а лиш сподобалося тому, який вибрав немещего в лоні маті моєї, покликав лаской своєю, как объявить мне Сына Своего, и как я добровестью про Его, сирот поганских народов, не дал я спочинку телу и крови, и не пошел в Иерусалим до своих попередников апостолов, але выправился в Аравию, и
потом зноў вярнуўся ў Дамас. Толькі пасля 3 гадоў прыйшоў я ў Єрусалім убачыць Цефу і прабыў яго 15 дзён. З іншых апостолаў не бачыў ніводнага, апрача Якова, брата Господняга. І Твоему Духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вельми добро знакомое Евангелие прозвучало только что. Евангелие, фрагмент Євангелія, який розповідає нам історію про воскрешення удови. Мы можем заглибиться, конечно, у культурный контекст того часу и пригадать, что удова, она была безоборонная в те часы. Треба зазначить, что на Далеком Сходе и теперь женщина має трошки інший статус у громадстві. Завсёды за яе адказны нейкі мужчына. А ў тыя часы яшчэ гэта было больш акцэнтавана ў грамадстве. Таму, калі яна, страціўшы спачатку свайго мужа, а потым страціўшы і свайго сына, стала цалкам безабароннай,
скажем так, перад грамадствам. Ніхто ўжо не мог абараніць яе ад, скажем, людзей, якія былі б да яе не зычлівыя. І вядома, напэўна, гэтая ўдава не думала ў той момант пра тую сітуацыю, у якой апынулася, але перадусім пра тую трагедыю, якая яе напаткала, пра свайго сына, які быў жывы, а вось цяпер мёртвы. І далей ведаем, што адбываецца. Господ бачыць гэтую сітуацыю, літуецца над ёю і уваскрашае сына наінскай удавы. Ці адбыўся цуд? Як вы лічыце? Адбыўся цуд? Так, адбыўся цуд. Уваскрасенне гэтага маладога чалавека. І на пачатку свайго духоўнага жыцця, яшчэ, быць можа, некалькі год таму назад, чытаючы гэты фрагмент Евангелія, мне здавалася, што якраз цуд і палягае на тым, што Господ уваскрасіў чалавека. Але мне здаецца, з цягам часу я пачынаю меркаваць, што цуд у іншым, а менавіта ў тым, што адбылося ўваскрашэнне, але не проста чалавека, але надзеі для гэтай жанчыны. Надзеі для ўсіх тых людзей, якія былі з ёю побач, а таксама сёння і для нас. І што ж гэта за надзея? А надзея гэта ў тым, што няма нейкай сітуацыі, у якую не мог бы ўвайсці Бог. Нам здаецца, што вельмі цяжкія часы ў нашым жыцці. Нам здаецца, што мы не маем выйсця. Бываюць такія сітуацыі. Але Евангелие нас сёння натхняе нас Ісус Христос, што нават у такой сітуацыі Бог ёсць, і Ён хоча таварышыць нам, звычайным, простым людзям. І не проста 2000 год таму назад, але сёння, цяпер, не у жыцці нейкіх абстрактных людзей, але ў маім жыцці. Ён хоча мяняць маё жыццё, Ён хоча паскаршаць мяне у безнадзейнай сітуацыі майго жыцця, калі я у яе раптам патрапіў. І вось мне здаецца, што гэта вельмі важны аспект сённяшняга Евангелия, евангельскай гісторыі. Мне здаецца, што на гэта сёння нам варта звярнуць увагу, што уваскрасенне самога гэтага маладога чалавека толькі пэўны знак, які нам паказвае на іншую рэчаіснасць, нашу рэчаіснасць, унутраную рэчаіснасць нашага сэрца, нашу сітуацыю, у якой мы жывем. І вось у гэтай сітуацыі Бог хоча дзейнічаць і хоча прынесці нам жыццё. Амінь. God.
Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что прийшов на свет збавить грешников, сярод яких я самый перший. Верую так само, что это сапраўды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины, вольные и безвольные, якие я зробив словом и вчинком, святым и святым. И дай мне без осуджения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не зраджу ворогам Твоим тайны и не дам поцелунку, як Юда, а я, как разбойник, признаю Тебе. Вспомни меня, Господи, за Твоим благодарством. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, а для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верой и полной подвигом. Благословен Ты, кто приходит в имя Господне. Господь мой, Он явился нам. Тело Христово примите. Нам уведенным в час Твоей справедливости.
збиратися у сутеренні кав'яренці на невелику гарбату. Наступную неділю літургія буде саме к этой самой корзине. Дякую Тебе, Господи Боже мой, что Ты не отбил меня грех, але порешил достойным быть удельником Твоих святостей. Меня же Твои святые, конечно, великою проводала, за зелень ставила Иисус и даровала нам это страшное, Божие тайны для решения души и тела. Дай это приятный мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления вашей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохищенной, для широй любви, для освобождения мудрости, для захватывания Твоих заповедов, для повеличения Твоего ласки и для сомнения володарства Твоего, как я, захованный именем Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки и жил уже не для Тебе, а для Тебе, нашего удара и пришельца. И закончивши это житье в надее життя вечного, досягнул неприминального супокою, где безупынно шутный голос святых, и полная вечная радость, ожидают невыказанную красоту славы Твоего. Вот и соправдное ожидание, и невыказанная радость Ты, что любит Тебе, Христе Божий, и Тебе все створение, перед славу, при все веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, хай Твое святое тело будет на житие вечное, Твоя божественная кровь на прощение грехов. Хай это, Господяка, будет на радость, здоровье и потеху. Один страшного Твоего дорога присти, в имени грешного, достойным стать по правой руце славы Твоей, молитвами всех Христе Твоей Матери и всех святых. Святая Владыка Богородица, светло моей потемненной души, где и было потехненной объяснения. Дякую Тебе, что Ты дозволила мне принять все чистое тело и почестную кровь Сына Твоего. Ты, что народила правдивое светло, посвяти духовную лучше сердца моего. Ты, что народила границу беснародности, оживи меня мерцливую просвет. Милосердный Бог, милосердная Мать, милостью дай жизнь совершенной, покорностью Духа Твоего, позволением полного объединения. Зроби меня достойным благодушным хранения життя моего, засудження та святіше чисте Твоє, говори душі всі.
молитву за безвинных хляб и раслед. Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты в Той безмежную добрыню любовь до людей, коли сам безвинно захотел добровольно потерпеть мучение и кружовую смерть, как нас вызвали из неволи греховной, что ведь до смерти даровать вечное житие. Мы, слуги Твои, сегодня отдаем Тебе славу, подяку, поклонение и просим Тебя глянуть ласкаво на всех верных сынов и дочерей белорусского народа, які невинно терпят раслед, стеки, зневаги, изневоления, за руки выгнания, за то, что они любили свой народ и ждали ему лепшей доли и пошаной воды национальной годности. Дай, как их нетерпение и хвяли не были даремы, але той зерне, что упало у землю, принесли богатый плод справедливого миру, свободы и счастливой будущего для белорусского народа и всего света. А им самим дай худкое вызволение, как они разом с усими нами завсюди радостно славили усі святые почесные имя Твое. Вот Ты крыницей подавцу всего доброго, и Тебе славу отдаем разом за грешный принимайцов, Иисусу святым добрым житедайным Твоим Духом, за первый за всю и на веки.